Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Я немножко отдыхал, так как я не собираюсь дальше заниматься политическими этими вопросами, и я решил для себя больше не снимать такие тяжелые часовые видео, которые иногда нет смысла, потому что люди, когда начинают смотреть, и 5-10 минут посмотрели, и потом не понимают, о чем речь, и какие-то странные вопросы возникают в неокрепших головах. Сегодня не об этом. Я занимаюсь своими делами, работаю. И так как по выходной я решил просто просмотреть, что там наш Артем Каплато, большой любитель мужчин, друг, значит, постоянно он какую-то провокацию устраивает. Потом думаю, посмотреть, что он там выпустил, так как я на него подписан, к сожалению, так как хочу знать, что думают враги наши. И мне пришло вот этот про Дени Арсанова, шейха Дени Арсанова, вот она, внучка Дени Арсанова, разговаривает. И вот в самом начале, я вчера посмотрел только половину части, но это как-то странное интервью, какое-то провокационное интервью. 90-летняя женщина, которая всю свою жизнь жила в Щите. Кто-то не в курсе, шейх Дени Арсанов родился до несколько лет окончания Кавказской войны, где имам Шамиля пленили. Вот он в 1860, если не ошибиться, там, в 60-м каком-то году он, или 50-м, 50 каком-то году. Я просто не смотрел, потому что нет смысла. Я по своей памяти, что я помню про это, я решил немножко с вами поговорить про это. Вот насчет вот этого интервью я, конечно, не могу ничего сказать, потому что женщина очень старая, 90-летняя, и прожила как бы в инкубаторе такой миссии, что все должны дружить, как его дедушка шейх Дени Арсанов, он же не первый шейх, и не, да, он последний шейх Чечни, после Дени Арсанова не был шейхом, просто его сын, младший сын старшего Якуба, убили в 2020 году. И саму очень трагическая судьба этого шейха Дени Арсанова, миротворца, я просто по чуть-чуть я вам расскажу. Потом пару слов про этого провокатора Артема Плато. Послушайте до конца, пожалуйста. Я не буду такие длинные снимать ролики. Если я 20 минут справлюсь, 20 минут, 30 минут, 30 минут, сколько я информации, без этих эмоций, без этих обвинений, без этих ничего, просто я вам буду очень коротко, ясно, оказывается, вы поймете, о чем сенсации будут тут. Давайте пошли дальше. Первый съезд чеченского народа состоялся в 1917 году, когда еще не было февральской, может быть, была февральская революция, но она не дошла до города Грозного, там было временное правительство. Вот этот съезд, первый съезд чеченского народа, вот этот, прошедший в городе Грозном, подряжал это временное правительство Керенского. Участниками этого великого съезда были Топат Чермой, известный бизнесмен нефтяник. Вот был шейх Дени Арсанов, Сугаиб Мулла, и какой-то адвокат, подполковник адвокат, вот известные чеченские личности, там много. Вот они провели съезд вот, чеченского народа, и там решили не поддержать самодержаву, против царя был, но в том же, и вот, чтобы остаться в составе Северного Кавказа, хотели, чтобы в составе России Северный Кавказ, но это
Дени Арсанов шейх, этот Тапачермой, вот этот нефтяник знаменитый. И вот этот съезд, вот это все, это съезд проходит, потом проходят годы этой Кавказской съезд горцев народов Северного Кавказа, они тоже там выступают, и в этой, скорее всего, это создание Горской республики, что-то такое, и Тапа Чермой, конечно, он был президент этой Горской, главой Горской республики, и вот такое. И вот этот Дени Арсанов шейх очень был миротворцем. Тогда казаки, еще большевиков не было, вот это казаки очень много терроризировали чеченцев. Вы, наверное, смотрели фильм про Аблеки Зелимхана, где вот многие чеченские села пришли в город Грозный. Аринок, их там убили, 40 человек, по-моему, убили, и вот он, Аблеки Зелимхан, напал на город Грозный и отомстил. Он всех этих, там тоже он срыл. Точно такая же ситуация повторилась в 17 году, но Аблеки Зелимхан был еще рано, да, 15-е года, 10-е года, вот, Абрек был раньше. И вот это смутное время, 17-й год, бушует в Петербурге, бушует революция, а в Грозном командуют казаки. И, короче, они точно такое же провернули, как с Абреком, во время Абреки Зелимхана, вот этот, напали на чеченцев, которые мирно пришли в город Грозный за покупками что-то продать. Вот эти казаки напали на них, и их убили. И потом вся Чечня встала и решили отомстить им. Вот этот шейх Дени Арсанов решил стать миротворцем, так как он раньше тоже, он очень имел с ними контакты, и он решил, поверил русским. Представляете, вот Артем, вот это Платон, об этом не говорит, ни одно слово не говорит. Но идем дальше. Поверил этим русским, пошел миротворничать. И в Грозный пришел, их его приняли, потом направили, почему-то направили вот этот станица Грозненская, казачья, вот этот отдел, который сейчас, вот, это район, кто не знает, район железнодорожного вокзала. Вот, почему-то он называл станицей Грозненской. Вот там вот это, они завели их, окружили эти казаки, их чеченцев. Он, Дени шейх Арсана, с 50 своими рядами, конечно, чеченцы были вооружены, это Кавказ, даже эти казаки сами, они же тоже горская одежда, сабли всегда были, оружие было, потому что это быт, это горцы, вот без этого он не мужчина. И вот эти казаки знают, что они провокации специально, чтобы их расстрелять, они были окружены и потребовали разоружиться. Короче, шейх Дени Арсану отказал, сказал, что чеченцы никогда свою саблю или оружие не кладут, это их. Вот это, и вот там они и убили этого шейха. Вот, подло, вот это коварно, типа как миротворцы. Ну, говорят, он убит в 1918 году, это неправда. Это убит именно вот это столкновение, когда в Грозном ринге убили чеченцев, и он решил сгладить эти гладкие угли. Я о чем это? Вот об этой его правнучке Асият Арсанова, тоже такая же миротворица, любитель всем. И вот это, чему это вот Абрек Зелимхан не верил этим русским, ни на одно, вот только он с ними разговаривал на языке оружия. Вот они совершили преступление, он мстили. И вот этот Дени шейх так глупо попал, еще подверг других людей опасности. По-моему, их 30-40 их убили, а потом, которые спаслись, еле-еле, и там несколько человек спаслось, они приехали в поселок
Алды это тоже Грозный, и там рассказали другим чеченцам, что на них напали, они что шейх Дени Арсанов убит подло это русскими. И вот вся Чечня восстала, вот хотела напасть на город Грозный, отомстить. И, ну, вы знаете, потом события эти февральские, Деникин пришел захватить Грозный, вот такой. Вот это. Вот странно, вот этот человек доверился, до его шейха, вот этот Чичихадж, тоже, они же сослали Новгород, каторгу. Вот как можно верить русским? Вот эта женщина тоже доверилась вот этому русскому Артему Плоту. И вот так откровенничал. Понятно, 90-летняя хочется выглядеть умной. И про Лермонтова вспомнили, про Пушкина, про Толстого мы вспомнили. А почему-то мы не вспомнили, как дедушку русский вот так предательски убил. Это мы не вспоминаем. Вот много чего не вспомнила эта женщина, вот вспомнила почему-то Пушкина, чтобы приятно Артему Плоту сделал. И он просто так куда-то не идет. У него была наводка, что вот она такая женщина, такая, как бы сказать, она не шейх, она никто, просто ребенка вот это шейха сына Балудина. Там у него было 9, по-моему, эти. И вот это простая женщина, чечен, он пришел, и вот такой, и как своего рода провокация, которую многие чеченцы, вот когда послушаешь, что она очень странная, очень странная. Очень странный разговор, конечно. Вспоминаем все, вот то, что случилось, забыла наша женщина. И говорит нелицеприятные вещи про чеченцев, что они, это же провокатор, он задает такие провокационные вопросы, это отвечает. Они же перед русскими, его дедушка тоже самое, хоть и шейха, но вот с русскими хотел договариваться. Поэтому его убили они в Грозном. Про это наша героиня не говорит. Они же как я не подлые, эти русские. Это Артем Плото очень... Начало вот этой ролики, если вы видели бы. Короче, непонятно, кто он, чей он сын, кавказского народа, северокавказский народ, ингушского, чеченского. Нет вот это ничего. И вот говорит, на Северном Кавказе, вот это любой ингуш, который вообще не в курсе, не в теме, молодой вот этот генерации ТикТока, Фейсбука, вот он подумает, что это он ингуш, фамилия схожа, имя схоже. Артем же только, Артем же это про ингуши, и вот он подумает, что это про ингуша. Вот это одно слово даже не сказал, что он чеченский шейх, вот это нет, это мы не говорим. Говорим в общем, это наследие Северного Кавказа. Это наследие не Северного Кавказа, это наследие чеченского народа. Шейхи у чеченцев только были, у ингушей их не было. Да, это Чумаков, Мумаковы есть, конечно. А я последний шейх, его убили в 1917 году. После этого шейхов не было. Да, были какие-то их дети, их вот эти. Вот этот последний шейх, который убили русские коварно. Вот такое дело. И вот слушаешь эту женщину, понятно, она старается, конечно, на русском языке сложно, наверное, говорить, если ты не практикуешь. В городе, по-моему, город Урус-Мартан, не русскоязычный город. И она 5 классов только окончила, академию не окончила, конечно, чтобы не упасть в грязь перед Антоном. Конечно, мы стараемся на этом русском шпрекать, но лучше бы, вы знаете, она говорит, не дай Бог, это была война шайтанов, когда чеченцы резали
чеченца. Вам это ничего не напоминает? А мне напоминает. Народный писатель Ингушетии Исаак Адзоев в своем интервью вот это другому проходимцу, провокатору, вот это сыну Мусы Долгиева, Руслан объяснял, почему мужи отделились от чеченцев. Потому что чеченцы воевали против чеченцев. Поэтому русские, они разрушили до основания город Грозный. Нет, это не были русские, это были чеченцы с Москвы, которые. Вот чеченцы на чеченцы. Вот это. У женщин не в голове, что русский их убивал. Вот нужно же быть таким. Я извиняюсь, солнце, вот зимой солнце так светит мое окно, что я вообще... Сейчас я не могу поменять локацию, конечно. Уже солнце светит страшно. Давайте я хотя бы чуть-чуть вот так сделаю, чтобы солнце не так очень. Солнце светит страшно. Может. Подождите, я сейчас постараюсь. Просто солнышко заглянуло ко мне в гости. И вот это, потом еще она могла бы рассказать этому Артему Плато, это он тоже он из Алтая, Краснодаря, он тоже ихний, от казаков он тоже ихний представитель. Что когда убили-то, понятно, убили этого шейха, его не хотели отдавать, торговались. Это русские, это казаки вымарывают, в 2 месяца его мертвый, его убили они коварно, и вот два месяца тело не хотели отдавать, торговались на крови, они торговались, не хотели отдать, то 14 вот этих пленных, вот этого, очень долго была торговля, вот такие они, хорошие русские. И потом, говорит, город Урус-Мартан, какое-то вот это, какое-то русское имя, это поднакивает. Да, Урус это по-русски, это по-чеченски, Урус это русский, да, русский город Урус-Мартан, Халх-Мартан, Тиях-Мартан, они же имеют чеченские названия, это же, потом Ачхай-Мартан, почему-то вспомнили. Вот чеченский, каждое село в Чечне имеет чеченское название. Даже Свердловск, даже Асино, все вот это имеют свои чеченские названия. И даже вот это Троицкое, Сунжа, по-чеченски Слепцовская, ну, станица Слепцовская по-чеченски имеет свое название. Вот. И вот это провокационные вопросы. Вот про это мы не... Разговор шла о шейхе Дени Арсану, великом миротворце, а закончилось Тургеневым. Я понимаю, учительница какая-то школа, но это же 90-летняя женщина, старуха. Не то, что старуха, уже очень пожилая женщина. Выглядит неплохо на фотографии. Солнце я хочу избавиться. Может, получится мне. Ну, вот такое. Как вам интервью? Посмотрите внимательно. Просто, да, это кажется, когда ты просто так поверхностно смотришь, это не кажется каким-то оскорблением или я не знаю чем. Но это, конечно, непорядок. Это нехорошо вот так. Вот это, потом это провокации делать, потом вот это подгонять, вот этот факт. Самое интересное, ничего вот про эту подлость, про как убили этот день. И потом эта женщина вспомнила, как отца депортации, как он сел. Она говорит, что их отправляли отдельно. Сперва сказала правду, потом отправили отдельным эшелоном, да, когда во время депортации чеченцев отправили, потом последний поезд был правительственный. Вот это глава обкомом, КПСС, вот это все, вот это они туда загрузили, этих детей чиновников, шейхов, не шейхов. И вот этот
Бабаудин Арсанов, тоже вот этот правительственный поезд, хотя дочь утверждает, что ему предлагали так, и он сел сам с вот этой соломой на этот товарняк, и он уехал. Это неправда. Потому что моей бабушке тогда, когда депортация, 26 лет, и она, вот есть свидетель, который помнит вот это событие, тем более связан с шейхом Дени Арсановым. И вот самое знаменитое, что связано с этим с сыном вот из шейха Дени Арсанова, вот это тоже он почитаемый, очень был почитаемый человеком в Чечне. И вот тот правительство его посадили, последний поезд правительство посадили туда. И вот он в городе Волгограде вышел, там, вы знаете, все было закрыто, но все люди видели. Он вышел с поезда и на этом тротуаре, заснеженном тротуаре, ногами, он, говорят, помолился. И вот когда он вышел, со всех поездов, со всего поезда все мужчины, говорят, вышли. Все они вышли. Хотя там были войска НКВД, они не посмели ничего сделать. Вот тут он вышел, и все эти с поезда, с правительства вышли. Он потребовал, чеченцы тогда кормили рыбой соленой. Вы представляете, горцы, которые никогда в жизни эту рыбу не кушали, это вонючее, вот это непонятно, что, вот как это собакам, вот, как скот кормили их. Вот он потребовал, чтобы эту рыбу, вот это, вот говорят, вот телеграмма Москва пошла, вот этот шейх добился, чтобы, сын этого шейха добился, что вот этот рыбу соленую перестали давать. И вот этот его поступок, он же зафиксирован, а дочь говорит совсем другое. Конечно, Артему Плуту, она что угодно. И Артем Плохо просто чеченских женщин, он не пойдет брать интервью. У моей матери, если она была бы жива, он не взял бы никогда в своей жизни интервью. Вот он ищет таких, какая разница, казалось бы, и чеченка, и казалось бы, наверное, болеет, но такая риторица, как свой дед, наверное. И вот такие странные вещи говорит. И вот это, может, она что-то говорила, этот отрезок. Я не хотел это видео выпускать, потому что это великая честь этому провокатору. И вот он решил опиариться, как бы модно сейчас говорят, попиариться на этой старухе, короче, чеченской. Дважды употребляю только во всем интервью. Он поехал в Чеченскую республику, город Урус-Мартан, употребил один раз слово Чечня, потом употребил во второй раз, когда депортировали чеченцев, вот он с ингушами вместе поставил, 2 раза он во все это интервью употребил слово чеченец, а потом в ходе разговора, конечно, это слово, это как у Танзила Чабиева. Как будто бы чеченцев нет, как будто бы их не существует, мы даем интервью, какое-то вот это начало непонятно, все люди смотрят на начало интервью, вот они умудряются в начале ничего не говорить про чеченцев, вот они знают примерно, вот где вот 15-30 минут, вот это, который, если час-полтора интервью, 30 минут, это начально, вот основные люди смотрят 30 минут. И вот они умудряются. Чеченских шейха нет, вот это нет. Хотя он родился в Алханкале, его отец, его 5-летнем возрасте, за Терком какое-то село, странное, Зеберюрт, что-то такое. И вот там он проживал, хотя пишут ошибочно, что он родился там. Он родился в Алханкала, в чеченском селении Алханкала. Ну вот такое, как вам? Я бы написал ему пару вот этих слов, он после не оставляет, почищает. Сейчас было вот выступление вот это.
Везде, да, вот про Чечню мы не говорим, что Чечня. Потом он понял, что он сделал ошибку. И вот сверху Чечня, там интервью обозглавил Чечня, а вот начало, вот это не так много. Это Чечни. Про Ингушетию, да, мы любим говорить про Ингушетию, это исконно, все исконно ингушские земли. Тот же Рах пойдем мы, это исконно ингушская земля, ничего, что это осетинское название Жерах, и вы Галгай из Ангуш, что это территории нынешней Осетии Северной и территории бывшей Осетии, которые Владикавказский военный округ, вот туда вы входили. И потом пошел про депортации. Где-то Сунжи он решил снять ролики. Сперва отметил, что это чисто ингушские земли. Потом ингушей, чеченцев депортировали, как вы думаете, с ингушского станицы Слепцовской. А я написал, что сейчас, с 92 года, это административно находится в составе Республики Ингушетия, но в 1944 году, когда их депортировали, она была чеченским станицей. До этого было казахским, азатским. И вот это потом, конечно, прибежали ингуши, да, сразу вспомнили ингушские земли Доргуна. У вас же истории нет. А я им говорю, как нет? Вам кто-то сообщил, русский, Иосиф Бузуртанов вам об этом сообщил. Вот такой, да, у него вот это, он любитель вот своей аудитории, вот чисто ингушский, чисто ингушский. А почему-то чеченского шейха не назвал, что он чеченский шейх. Вот так, вот странность. Я просто отошел от солнца, думаю, сейчас глаза и так, откуда оно взялось, вот это интересно. И вот такой маленькая ремарочка, странно. Зачем тебе в Чечню ехать, если ты чеченца не любишь, товарищ Артем, ты просто прикидываешься, вот это, любитель ингушей, да, они там рядом, там не знаю, как тебя они обхаживают. Конечно, тебя только Ужко, это ингушей. Русские вы любите, кавказцы. Вот такое. Вот такие дела, такие берега. Я вот так хотел немножко, да, информации много, зачем это все. Просто вот интересно, эта женщина просто показала странно, что сам этот и затронул, и она рассказала. Все о цветах, о розах, о чем угодно, кроме правды, которая была. Пока с вами был одинокий Джейсон. Я решил немножко подзарядиться, немножко вам рассказать. Конечно, есть у меня больная тема, хочу тоже с ним поделиться. Надеюсь, у меня это получится. Ну, так как нужно немножко подготовиться, немножко собрать информацию, поэтому я буду вот так краток, больше 30 минут, скорее всего, не надо снимать эти ролики. Все равно же вы же не смотрите. Вот такое. Решил отметиться в городе Урус-Мартан. Странная женщина тоже. Вот, честно, моя бабушка, хотя бы всю жизнь были, мой отец был коммунистом, но же не был же вот таким странным человеком. Вот, если он пришел, этот Артем, пришел бы русский Ваня тоже. Вот умеет. А нельзя достоинство, я не знаю, болеть за свой народ. Твой народ пострадал, твой народ под бомбами этим русским. И вина всегда у чеченцев. Вот, либо они моего отца не слушали, моего дедушку не слушали. Это Артем же провокация, вопрос подал. Почему нынешние эти ингуши, чеченцы, вот друг другу вот это, типа, и она вместо того, чтобы сказать, что да, ингуши тоже должны относиться к нам, чеченцам, мы тогда будем относиться к вам хорошо. Вот это нет, чеченцы плохие. Но мы это поняли, без тебя
уважаемая женщина, что чеченцы плохие. Вот ингуши хорошие, вот я понял. И русские хорошие. Вот какая радость. Вот он ищет таких людей. Он, наверное, снимает много интервью, а где про чеченский взгляд, он сразу это интервью не ставит. Вот такое интервью ему нравится, конечно. Все, о чем угодно. О цветах, о розах. Все, что будем говорить. И цветы принес. И, представляешь, 90-летняя женщина принес цветы. Это как бы оскорбление, как бы, я не знаю, это как это понять? Ты же Исаак Кадзову носишь цветы? Это то же самое. Ты же Исаак Кадзову не носишь цветы? Скоро ему будет юбилей. Понеси ему цветы. Ты же ингушофоб, ингушаман. Это не ингушофобия, а ингушаман. Вот, и вот если есть жена, принеси цветы, вот это Исаак Кадзову. Как это он воспринят? Ну, ты даешь, конечно. Ну, ты даешь. Русский, он и Африки русский. Пока-пока, с вами был Одинокий Жесин. Счастья и добра всем.